Отдел развития городского управления силами постоянно сотрудничает с различными фондами с целью совместного финансирования, строительства, реновации различных объектов в городе. У Фонда развития предпринимательства существует программа региональных инвестиций, из которой распределяются государственные деньги 2 раза в год на проектной основе. Город Силамяя уже получал из этой программы деньги на многие проекты, такие как реновации фасадов библиотеки и молодежного центра, ремонт актового зала 3-й школы и столовой Канука. В этот раз мы подали проект по реновации цоколя отмостки детского садика Хелепонесет-Пурьет. И в конце декабря 2014 года пришло решение о поддержке данного проекта. А теперь мы ждем подписания договора, чтобы эти деньги могли поступить в бюджет нашего города. И работы мы планируем начать в июне 2015 года. В результате проекта мы получим более эстетичный вид здания детского садика, а также дети и персонал получат возможность проводить занятия на открытом воздухе в более безопасной среде. По условиям программы, объект, в который инвестированы финансовые средства, должен сохранить свое назначение минимум на 5 лет. Ежегодно городским собранием и городским управлением принимается решение о выплате единовременного пособия лицам старше 63-летнего возраста. Этот год не исключение. Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым годом! Поздравляю вас с праздником Рождества! Желаю здоровья, счастья, покоя! Чтобы мы нашли радости каждой минуты, каждый час и каждый день. Городское управление начинает выплату одноразовые пособия. И для этого мы ждем, чтобы наши люди, кто родились 1951 года и раньше, то есть кому сегодня 63 и старше, чтобы эти люди обратились бы к нам. Для этого надо написать заявление, потому что мы не имеем права просто так взять и выплатить пособие людям. Есть люди, которые сегодня не хотят это пособие. И закон требует от нас личного заявления. Будьте добры, приходите или в отдел социального обеспечения, или обратитесь в наше учреждение СЮГИС, которое принимает эти заявления, учреждение Мерелайне, которое находится на бульвар Мере, или учреждение Феникс, которое находится у нас в микрорайоне. Мерелайне и Фениксы принимают те заявления, начиная с понедельника. То есть каждый понедельник, вторник, среда, четверг и пятница с 9 часов до 4 вечера они работают и принимают заявления. Феникс принимает с понедельника по четверг с 9 до 3. А в учреждении СЮГИС вы можете принести заявление понедельник, вторник и пятница. Уважаемые люди преклонного возраста, поймите наше желание выплатить вам одноразовое пособие в размере 15 евро. Это немного, но и немало. Какой-то подарок можете себе или как использовать, это ваше право. Но поймите нас, те заявления, я еще раз подчеркиваю, мы обязаны принимать. Но для того, чтобы облегчить вашу дорогу, вы имеете разные возможности. То есть прийти, написать заявление, конкретная форма заявления вы можете получить в этих учреждениях или распечатать из сайта города, или кто умеет и может отправить это заявление дигитально подписано и отправить
городское управление. Вся информация на сайте города, информация на сайте молодой. И, конечно, мы всегда, если у кого-то появляются вопросы, мы готовы ответить. Я надеюсь, что городское собрание принимает такое решение, что это одноразовое пособие раз в году в размере 15 евро продолжается и в следующем году, и дальше. И с этим мы собираем базу данных, и уже через год мы решаем вопрос легче, чем сегодня. Друзья, поймите нас и приходите. Дайте о себе знать и напишите заявление. Мы ждем вас и еще раз поздравляю вас с праздниками, которые у нас сегодня есть. Спасибо. Мы в нашем центре Мирилайна помогаем гражданам Силамяй оформлять документы, подавать заявление на получение пособия 15 евро. Вот такие бланки, у нас их достаточно много. Люди приходят с документами, ИСИКу карта и счет банка, банковская карточка. То есть обязательное условие, чтобы у человека обязательно были документы, конечно. ИСИКу, да? Обязательно. И банковским счетом. И банковский счет, обязательно. Если человек не может прийти сам, там жена или муж, лежачие, больные люди, они приходят, расписываются за этого человека, за своего родственника, или там сын, или дочь. И на обратной стороне мы пишем: заявление подано со слов такого-то заявителя и подпись такого-то, чтобы не было разногласий, неточностей. И часы работы, Людмила? Работаем ежедневно с 9 до 15, помогаем заполнять заявление, пишем сами. Если человек пришел с заявлением, уже сам оформил, мы иной раз отправляем назад. Почему? Потому что написано от руки и с ошибками. Потому что Александр КС пишут, и там X написано. То есть разные в паспорте. Конечно. Естественно, в субботу-воскресенье вы не работаете. Не работаем. А будние дни с 9 до 3. В 1972 году впервые в истории города был совершен трехдневный мотопробег, целью которого было знакомство с городами культуры народов СССР. Лозунг пробега «Моя Родина – СССР». В мероприятии участвовали мотоциклисты силами при поддержке городских властей и городского комитета комсомола. Организатором пробега был Владимир Мартынов, который впоследствии стал бессменным председателем Силамяйского мотоклуба, где занимались ребята, любители мотоциклов и мотокросса. Владимиру Мартынову в этом году исполнилось 70 лет. Владимир Петрович, прежде всего поздравляю вас с Новым годом, Рождеством и, конечно, 70-летием. Спасибо. Удачи и крепкого здоровья. И все-таки почему Сиргала, почему, так скажем, главным спонсором, организатором мотоклуба «Силамяй» был разрез Сиргала? Разрез Сиргала первый помог с помещениями, первый помог с приобретением техники. И спасибо Леониду Владимировичу, который поддержал нас и все время поддерживал, пока не ушел в объединение. А кто покупал технику? Разрез Сиргала. Владимир Петрович, до сих пор меня мучает вопрос. Почему же мотоклуб «Силамяй» не имел таких роскошных мотоциклов, как имел, допустим, клуб «Вока»? Вот Март Мягер, помните, такой был великолепный гонщик, Март Мягер. Чизеты, КТМы. Почему ездили на ковровцах, ижах и прочих Уралах? Наверное, все-таки сланец был не такой дорогой, как там, где они были. У них была рыбка. На рыбке заработали, Ярваканди на стекле заработали. То есть предприятие помогало. Заводы, которые востребованы были производства, они выделяли больше денег. Удивительно. Сланцевое производство. Удивительно. Владимир Петрович, вы были бессменным председателем мотоклуба сколько лет? Пока не уехал в Монголию до 1982 года. Вот как в те советские времена руководить, таким, скажем, сложным клубом, имеется в виду с технической точки, это мотоциклы, это горюче-смазочные материалы, бензин, масло,
запчасти, станки, в конце концов. Там же были станки. Я имел удовольствие своим другом Игорем Сухоруковым посещать мотоклуб. Но это все держалось на энтузиазме. Вы Да. не получали денег? Нет. Только в конце получал это самое, как типа Ну, компенсацию. ни денег, ни денежное нет. Не денежное. Просто Калев устраивал в Кохлоярве, ну, типа банкетов, просто приглашение было. А так нет, денег мы не получали. Помощь была только от разреза Сиргала. Ну как же можно было заинтересовать ребят? Я понимаю и себя. Они были сами как заводные. Все началось с мотопробегом 1972 года, когда люди шли. В Силаме было много мотоциклистов очень. Очень много. Много. Да. Мотоциклы были в ходу. Не было ни мастерских, ничего. И первым делом, чем занимались мы, когда не было техники, это каждый ремонтировал свою технику, привозил. Делал из обыкновенного старого ежака, он делал кроссовый мотоцикл. Там 175 мм ковровец, 180, по-моему, ежак кубических. 350. 350. Да. Владимир Петрович, соревнования. Соревнования, техника немножко нам помогала. Ну, бросовую технику давал это мотоклуб Кохланымми. В Кохланымми было. Оттуда мы немножко доставали, ставили движки, форсировали сами потихоньку. Но требований было не такое, как сейчас. Сейчас не надо было ни денег стартовых, ничего. То есть справка, медицинская справка, заявка, принимаешь участие. Вот в этой связи вспомнил Николая Нарица, царство ему небесное. Он же имел плохое зрение. Он не имел возможности гонять. Но он каждый день был там. Он ремонтировал, он делал своими руками. Ну, мастер. Это мастер был, он очень хороший. И любил был он мастер. это, да? И жил рядом, главное, что жил рядом. В любой момент можно прийти у него, что-то спросить. Это то же самое, как братья Агачевы. Владимир, Валерий и Сергей. И Игорь тоже начинал чуть-чуть. Игорь Сухоруков? Нет, 4-й брат Агачевых. 4-й брат Агачевых? Да. Вот я хочу вспомнить таких гонщиков, как Александр Барсуков. Да, прекрасный. И механик хороший. Кориков. Первый собрали Александр Иванов, который тоже жил на 15-м поселке. Да. Братья Агачевы. А кто из них достиг вот высоких результатов? Самых высоких результатов достиг это Сергей Кожакин в 75-м году, в 75-м году, извиняюсь. Он стал чемпионом Эстонии в классе 50 кубических сантиметров. Это двухскоростные мопеды? Да. И все-таки как было обидно, когда мы ездили на соревнования, смотреть их. Вот Падаорг, пляж Мызаа, роскошные были трассы. Да. Смотреть, как эстонские гонщики были экипированы. Роскошные шлемы, очки, роскошные мотоциклы, сапоги специализированные. А у нас все-таки плоховато было, обидно. Почему же все-таки завод не протянул руку помощи, не развел крылья свои мощные для клуба? Ну, тяжело сказать. Не обидно сейчас? Обидно, но на этот вопрос я не могу ответить. Что мы были довольны тем, что было у нас. Владимир Петрович, ну и вторая часть разговора – это мотопробеги. Что, как не мотопробег, молодежь так сплачивала вокруг вот, мотоспорта. Сколько человек участвовало вот, в первом мотопробеге? В первом мотопробеге так официально участвовало у нас 31 человек. Чтобы сделать первый мотопробег, нужно было отработать положение, которое мы не знали. Мы учились все эти документацию вести. Потом нужны были деньги на продукты, заинтересовать людей и собирать. Медик должен, в конце концов. Мы елочки сажали, ходили в Сиргало елочки. Зарабатывали деньги на общественный мотопробег. Да, желающие, значит, которые поехать, приходили. Ну, поехали, может, и больше. Заработали деньги. На эти деньги СХЗ выделил продукты на складе, взяли тушенку, потому что выезжали на 3 дня. И куда же все-таки вы ездили? Сколько пробегов вообще прошло за историю мотоклуба? Ну, у меня было 5 пробегов. Я знаю, что Игорь Сухоруков продолжал это дело. Поскольку Владимир Мартынов уехал работать в Монголию, принял эстафету проведения мотопробегов участник клуба Игорь Сухоруков, который более 7 лет организовывал и проводил мотопробеги, приуроченные к каким-либо историческим датам.
Игорь, ты участвовал в мотопробегах с 1979 года на личном мотоцикле. Будем считать, что 78-го. 78-й, да? 78-й год, да. Это проходили летние дни молодежи. Я пошел в советскую армию, а вы поехали в мотопробег. Нет, мы поехали, то есть часть ребят поехали на летние дни молодежи на Чудское озеро, а мы поехали вокруг Чудского озера. Мотопробег у нас был, и мы встречались там с ними. В 1982 году ты пришел с Красной Армии и занялся организацией мотопробега, ибо Владимир Мартынов был в Монголии. Так точно. В чем сложность или простота была организации такого масштабного мероприятия? Ну, трудно тут сказать, в чем сложность. В принципе, помогали все. Помогал комсомол, помогал кто чем мог. В общем, карьер помогал, швейная фабрика, помню, помогала нам. То есть, как бы вот совместными усилиями мы могли организовать этот мотопробег. То есть каждый мотопробег у нас был посвящен какой-то знаменательной дате в истории СССР. Ну вот и лозунг-то и был «Наша Родина СССР». Какие места вы посетили и какие сложности, может быть, интересные, казусные были случаи? Ну, не дай бог аварии, конечно. Ну, аварии были. Одна авария была, серьезная авария такая. Случайно, прямо на дороге, два мотоцикла столкнулись. А так, в принципе, проходило все нормально, все было без проблем. Мы ездили где-то, у нас где-то в порядке, вот, километраж где-то 800 километров был в среднем, вот так мы проходили. Это где-то на выходные мы ездили, там 3-4 дня у нас получалось. То есть мы посещали, то есть и на дорогу жизни ездили, на Ладогу, ездили и в Псков сюда, и в Лугу ездили. То есть, ну, как бы вот эта часть, которую мы могли за выходные охватить, то есть мы туда и ездили. Ну, наверное, разница между сегодняшними байк-фестивалями и тамошними старыми мотопробегами большая. Ибо я не там знаю. познавательные были у вас мотопробеги. Да, музей. С какими-то людьми. А байк-фестиваль – это приезд, пиво и рок-группа. Да, именно так и есть. То есть мы заранее созванивались с теми местами, с представителями комсомола, где мы будем, и нас уже встречали, нам показывали, какие-то экскурсии проводили, то есть, ну, в таком плане все проходило. То есть не так, что мы сели, поехали, и как бы лишь бы куда. Сегодня мечтать о таком мотопробеге не стоит. Ну, трудно сказать, почему бы и нет. Пользуясь случаем, хочу поздравить Владимира Мартынова с юбилеем, 70-летием. Хочу пожелать счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Такой человек, Володь, как ты, ну, в сердце останется на всю жизнь. Какой прекрасный вид спорта, когда молодой человек знакомится с техникой, сам ремонтирует и гоняет. То есть вот весь адреналин, который он накопил там, скажем, в этом молодом организме, он выплескивает на соревнованиях, а не на улицу и прочее. Ну, я думаю, что нереально. Не то, что нереально. Просто те желающие, которые есть, они не смогут приобрести ни форму, ни мотоцикл, который стоит. По нашим ценам это очень дорого. Вот теперь мы завершаем наш разговор. Посмотрите, в советское время, когда не было этих мотоциклов, можно было их приобрести, то есть денежки-то были. А сейчас есть мотоциклы, но денежек нет. Но они есть у кого-то. У кого-то, да. Ну хорошо. Спасибо вам и крепкого вам здоровья на долгие годы. И спасибо за все те годы, которые вы руководили мотоклубом, через которые прошло очень много наших силомяйских ребят. Спасибо вам. «11 спектаклей для детворы города» провел центр «Улей». Более 700 детей получили бесплатные подарки. С 26 по 29 декабря прошлого 2014 года в Силомяйском молодежном центре по интересам Улей проводились традиционные рождественско-новогодние представления для учащихся с 1 по 6 класс. Всего было проведено 11 театрализованных программ, которые были подготовлены силами наших работников. В ролях участвовали как педагоги и руководители кружков центра, также и дети, которые занимаются в театральной студии Dream Theater, и танцоры танцевальной группы «Антре». За время представления, каждая из которых длилась почти 1,5 часа, дети не только были пассивными зрителями, но и активно участвовали в различных играх, конкурсах, конечно же, вместе с нами пели и танцевали. Очень приятно, что достаточно много
зрителей нас посетило. Посещаемость была очень хорошей, приходили как сами дети, которые были приглашены, также и родители, и братишек, сестренок они с собой взяли, которые тоже активно принимали участие. По отзывам, мероприятия прошли хорошо, что нас очень и очень радует. Однако, наверняка не все посетили эти мероприятия, и у кого-то остались на руках пригласительные билеты. Поэтому мы ждем тех людей, кто не получил подарок, а подарки, стоит еще раз упомянуть, выделенные городским управлением, приходить в Улей в течение января, обращаться на вахту и получать свой сладкий новогодний подарок, тем самым продлив радость и сладость этого прекрасного новогоднего праздника. А теперь коротко расскажу о мероприятиях, которые запланированы Ульем и пройдут в январе месяце. Ближайшее мероприятие, на которое мы хотим пригласить всех от мала до велика, состоится 17 января в субботу в городском культурном центре. Оказывается, 17 января отмечается День детских изобретений. И вот этому событию мы посвятили большое масштабное мероприятие. Оно начнется в 11 часов 30 минут и будет продолжаться до 3 часов дня. В это время и как на сцене городского культурного центра, так и в фойе будет проходить различные акции и интересные действия, которые включают в себя викторину «Пытливые умы» для учащихся 5-6 классов. Также будут представлены различные виды деятельности, мастер-классы, презентации кружков технического творчества от Идавирума. У нас в гостях будут не только коллективы Улья, но и коллективы Ихвицкого центра культуры и интересов. Будут проводиться соревнования по робототехнике. На мой взгляд, это впервые в нашем городе. Можно будет посмотреть, как роботы, которые запрограммированы, будут ходить по линии, преодолевать препятствия. А также к нам приезжает научный театр АХА из города Тарту с представлением «Удивительная химия». Еще раз повторю, что это все будет 17 числа. Начнется мероприятие в 11 часов 30 минут. А накануне 16 числа начнут работать несколько выставок в Улье. В том числе 2 из них как раз приурочены этому Дню детских изобретений. Мы уже месяц назад объявили конкурс рисунков на тему технологии будущего, где нужно было отобразить какой-нибудь предмет из будущего, на ваш взгляд, точнее, нынешних времен, но как вот он будет выглядеть в будущем. Это первый конкурс рисунков, и второй конкурс – это конкурс роботов, изготовленных из различных материалов, коробок, банок и всего прочего. Очень приятно, что многие откликнулись, и эти работы можно будет в течение месяца видеть у нас в Улье. Кстати, мы продлили срок принятия работ до понедельника, поэтому если наши телезрители захотят сделать что-то на выходных, либо нарисовать, либо сделать робота, то они также станут участниками вот этой выставки. 20 января в городском культурном центре состоится спектакль «Поки» по книге Эдгара Вальтера, на который приглашаются младшие школьники или же дошкольники. Спектакль подготовлен нашим театральным кружком «Дрим Театр». Ну и в конце января, 30 числа, традиционный городской вокальный конкурс «Лаулу Карусель». 30-го предварительное прослушивание в школах и детских садах. Уважаемые музыкальные руководители, можно уже подавать свои заявки на сайте www.uli.ee. Городской центр культуры продолжает проводить для городских организаций, фирм и учреждений рождественские и новогодние вечера. Впереди Рождество и Новый год по старому стилю.
Как правило, в праздничном концерте принимают участие коллективы Центра культуры, балетная студия «Этюд», группа эстрадного танца «Анфас», вокальные ансамбли «Капель», «Мелодия», «Явир», танцевальный ансамбль «Сувенир», солист Алексей Шилов.